В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Залина Хамхоева. Здравствуйте. В России минимальный размер оплаты труда по отношению к средней зарплате стагнирует. Его необходимо повышать ускоренными темпами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую записку ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС Виктория Лешко. В случае сохранения нынешних темпов индексации МРОТ составит около 35 тысяч рублей к 2030 году. А коэффициент Кейнса, с помощью которого экономисты определяют степень его влияния на рынок труда, сохранится на уровне 23%. Негативной стороной повышения МРОТ обычно является рост рисков безработицы, особенно для наиболее уязвимых групп населения – молодежи и населения старшего возраста. Однако в условиях сохраняющегося дефицита рабочей силы это маловероятно. С 1 января МРОТ составит 22 440 рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это способствует повышению зарплат около 4 миллионов человек. Согласно данным Росстата, в прошлом году зафиксирован рекордный за 5 лет рост реальных зарплат на 7,8%. Лидерами стали отрасли, связанные с производством металлоизделий, компьютеров и транспортных средств. Вице-премьер Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос о возможном импорте из дружественных стран картофеля в связи с увеличением спроса на этот продукт. Патрушев добавил, что необходимо развивать и собственное производство. Будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукции, которую мы производим на наших полях. Накануне в Картофельном союзе России сообщили, что к настоящему времени выкопали около 7 миллиона тонн картофеля, что меньше прошлогоднего урожая на 1,5 миллиона тонн. Причиной снижения уровня урожайности назвали плохие погодные условия. В Союзе отметили, что сейчас в стране нет дефицита этой продукции. В 2023 году картофель занял второе место среди лидеров по снижению цен, уступив только гречневой крупе. Его стоимость упала на 15,8%. Около половины скидок на распродажах фейковые, пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка и экспертов. Компании-продавцы накануне распродажи специально завышали цены, а потом скидывали до медианного уровня в ходе акции, говорится в публикации. На Авито из-за мнимых скидок к распродаже не допустили 4 из 9 миллионов заявленных объявлений, сообщили собеседники издания. Валберес долю недобросовестных предложений газете не раскрыли, но рассказали, что их объемы по сравнению с прошлым годом выросли. По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Ильдара Муртазина, выставление некорректных скидок присутствует примерно в половине предложений на крупных онлайн-площадках. По данным гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, цены перед распродажами повышаются в 50, а то и 65% в предложениях. Затем они снижаются, и это создает видимость скидок. В компании уточнили, что прибегают к такому маневру не только мелкие торговцы, но и крупные розничные офлайн-сети. Потребность в новых производствах сегодня обусловлена необходимостью замены импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке товарами собственного производства. Стратегия введения экономики и промышленной политики, направленная на достижение данной цели, называется стратегией импортозамещения, которая и реализуется сегодня на территории Российской Федерации. Основные цели импортозамещения – стимулирование и защита национальных экономических интересов путем создания благоприятных условий для развития промышленности и сокращения зависимости от импорта для снижения политических и валютных рисков. Наиболее привлекательны для инвесторов ниши, откуда ушли зарубежные компании и где требуется импортозамещение. О ряде факторов инвестиционной привлекательности ниш смотрим далее в интервью. В настоящее время ключевыми приоритетами правительства являются развитие и совершенствование инвестиционного климата, формирование благоприятной предпринимательской среды. В целях улучшения институтов предпринимательской деятельности ведется работа по совершенствованию законодательства в части упрощения условий ведения бизнеса и создания институтов, обеспечения необходимого качества правоприменения. Сегодня на студии Оксана Жанхотова, начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития Республики Ингушетия. Приветствую вас в студии нашей программы, Оксана. Генеральный спонсор программы – компания «Спектр». «Спектр» – все услуги для бизнеса.
Каждый инвестор, прежде чем вложить деньги в определенный объект, изучает, насколько благоприятный инвестиционный климат, оценивает привлекательность, определяет потенциал и учитывает возможные риски. Тут все закономерно. Как здесь отрабатывает ваше министерство, Оксана, чтобы убедить, ну и в дальнейшем сопроводить инвестора? Для облегчения работы Министерства экономического развития, всех институтов развития бизнеса и в том числе поддержки субъектов инвестиционной деятельности у нас в Министерстве экономического развития создана служба одного окна по сопровождению инвестиционных проектов. То есть это инвестор приходит в Министерство экономического развития Республики Ингушетия, и ему полностью комплекс мер оказывается, вся поддержка. Ему предоставляется консультативная помощь, его проект сопровождается, но ему не нужно ходить в другие министерства и ведомства. Весь пакет документов мы сами согласовываем с министерствами и ведомствами. Дальше по итогам рассматривается проект на инвестиционном совете при главе Республики Ингушетия. Инвестиционный совет, как вы все знаете, у нас возглавляет сам глава. И на данном совете у нас одобряются инвестиционные проекты, и дальше Министерством экономического развития ведется сопровождение данных проектов. Комплекс мер очень большой по инвестиционной привлекательности и помощи государственной поддержки, в том числе предоставление и налоговых льгот, и предоставление земельных участков без торгов, какие-то ходатайственные письма в адрес институтов федеральных поддержки, в том числе и Кавказ РФ, Фонд развития промышленности и так далее. Ну, это сейчас все мы про создание инвестиционного благополучного климата, да? Да. Для того, чтобы предприниматели вкладывались. Вот к вам приходит инвестор. То есть у него есть уже разработанная какая-то идея или же ниша, которую он предлагает. И вот с этой задачей вы тоже помогаете, да? Да, вы правы, да, инвестор приходит к нам Просто с деньгами приходит или как? Или уже есть разные инвесторы, да, субъекты инвестиционной деятельности. Некоторые инвесторы уже знают, что они хотят, даже имеется в виду, где они будут вкладываться. Они, естественно, изучают рынок Республики Ингушетия, в том числе для помощи таких субъектов инвестиционной деятельности, то есть предпринимателей. У нас на сайтах, на средствах массовой информации тоже мы публиковываем потребности региона, то есть инвестиционные ниши. И изучая весь рынок, некоторые инвесторы уже готовы со своим пакетом документов к нам приходят, и мы как раз-таки рассматриваем, там, сопровождаем. От вас требуется только административное сопровождение. Да, сопровождение, и да, в том числе. Но некоторые инвесторы приходят с поддержкой, им нужен земельный участок для реализации проекта. Некоторые приходят, им нужна финансовая поддержка, то есть привлечение заемных средств. В этом случае подход к каждому проекту индивидуальный. Каждому предпринимателю. Существует определенный инвестиционный проект, да, вот вы говорите, заемные средства, да, нужны, приходят, получается, за финансовой поддержкой. Здесь какой-то процент, да, от всей стоимости этого проекта вы можете поддержать каким-то процентом или все же 100% можете оказать поддержку? Дело в том, что... Имеется в виду вот именно финансовую поддержку? Финансовая поддержка в части предоставляет только федеральные институты. У нас Кавказ РФ, Фонд развития промышленности. Как всем известно, все инвестиционные проекты в основном они и требуют заемные средства, получается. Им необходимо для реализации своих проектов заемные средства. Есть инвесторы, которые реализуют свой проект за счет собственных средств. И в данном случае им только нужно предоставить земельный участок для реализации проекта и даже сопровождать эти проекты. И на стадии завершения этих проектов какие-то налоговые преференции. То есть уже когда имущество зарегистрировано, это освобождение налога на имущество. Дальше уже сопровождение. Некоторые инвесторы, которые требуют заемное финансирование, в данном случае мы ходатайственные письма направляем этот проект, регион ходатайствует перед банками, перед финансовым институтом Кавказ РФ, Министерство экономического развития Российской Федерации. Как вы все знаете, по линии Минэко России разные субсидии предоставляются. И в этом ключе мы работаем с каждым проектом и оказываем помощь. А как вообще сегодня вы оцениваете инвестиционную привлекательность республики? На каком уровне?
Инвестиционную привлекательность республики как раз-таки, как вам сказать, у нас выгодное географическое расположение региона. У нас высокий потенциал, показатель трудового потенциала, цена рабочей силы. У нас очень хорошее инвестиционное законодательство. Более того, это инвестиционное законодательство постоянно Ряд мер поддержки, да, прям по пунктам, да. Да, по пунктам они они обновляются. Ежегодно законодательство обновляется? Да, ежегодно соответственно, и предоставляется. Ну, у нас хороший транспортно-логистический потенциал, благоприятный экологический климат. Поэтому инвесторы хотят вкладывать в наш регион. Хотят, да? Все-таки Да, с хотят. инвесторами у нас проблем нет, да? Вот На в рамках сегодняшний день. сопровождения инвестиционных проектов, в рамках службы одного окна, на данном этапе уже у нас не все инвестиционные проекты проходят, согласовываются инвестиционным советом при главе, но в основном все проекты одобряются. Генеральный спонсор программы – компания «Спектр». «Спектр» – все услуги для бизнеса. Про лояльность нашего инвестиционного совета мы уже слышали. Оксана, сколько проектов сегодня, конкретных кейсов у вас на сопровождении? Не реализованных еще, но вы сопровождаете. Сколько заявок к вам поступило? Можно сказать, за последние, давайте возьмем 2 года. За 2 года мы уже одобрили на инвестиционном совете 14 инвестиционных проектов. И они успешно реализуются, да? Это проекты общей стоимостью почти 4 миллиарда рублей. После реализации этих проектов будет уже больше 700 рабочих мест. Эти проекты уже на начальной стадии реализации, некоторые проекты в середине, но по всем инвестиционным проектам уже предоставлены земельные участки. То есть эти проекты уже действительно, которые уже не запустились, а уже на начальной стадии уже мы реализовываем. 2 года, да, казалось бы, такой небольшой срок, но если для нашего уже, региона это очень хороший показатель. Да. А так, сопровождение, если говорить, сколько там заявок от субъектов инвестиционной деятельности служба одного окна рассмотрела, это уже более 40 заявок. То есть вы сейчас озвучили одобренные заявки, получается, да? Да, одобренные заявки, те проекты, те инвесторы, которыми мы уже заключили инвестиционные соглашения и предоставили земельные участки. Это 14 инвестиционных проектов. Инвестиционная привлекательность ниши зависит от ряда факторов. Это стартап, экспортный потенциал, безусловно, да, в рамках импортозамещения, что сегодня очень важно. Какие проекты являются инвестиционно привлекательными для нашего региона? То есть, получается, еще не занятые ниши, я имею в виду. И как вы определяете эти самые инвестиционные ниши? Каким образом они выбираются? Учитывая высокую долю ввозимой продукции в объеме потребления, нами определены инвестиционные ниши региона. Это документ, который содержит все, что производится в Республике Ингушетия, и все, что потребляется, потребность региона, и сколько у нас уже действующее собственное производство. Исходя из этого разработаны инвестиционные ниши. Эти инвестиционные ниши у нас и опубликованы и на сайте Министерства экономики, и на инвестиционном портале. И в том числе мы их презентуем на всех форумах, где участвуют, и показываем инвестиционный потенциал региона. Актуальными направлениями привлечения инвестиций в регион. Отрасли назовите, пожалуйста. Это сельское хозяйство и обрабатывающее производство. Но ведущими нишами в сельском хозяйстве у нас, вы сами знаете, что, например, если мы анализ будем делать конкретно, будем более подробно говорить о отраслях, возьмем сельское хозяйство, например. К примеру. К примеру, у меня лежит как раз анализ всех этих ниш, в этот документ входит более 50 потребностей региона. Например, потребность региона в продукции питания в год, скажем, рыбопродукты у нас ввозится 100% продукции в регион. Потребность наша 7133 тонн. Тонн в год получается. Масло растительное тоже ввозится 100%.
Все вот такие чай, столовые там корнеплоды, это у нас 90 это там, свободные ниши, это которые все сегодня, свободные да, ниши. любой Вот, инвестор например, может занять, собственное производство фруктов свежих у нас 51% от потребления, от потребностей, которые нам нужны для региона. То есть вот все существующие предприятия на сегодняшний день, Они не именно фруктовые, не покрывают, Они да? не покрывают. Вот клубника у нас потребность там 9,6%, почти 10% потребности только они там прикрывают, они только сейчас начинают. Вот такое вот, можно сказать, производство пищевых продуктов. Эта надо, ниша да, вообще не отметить, да, занята. Пищевые продукты. Да, ну, вот макароны изделия полностью завозятся в регион. Потребность наша 4255 тонн. Возится 99,8%. Почему бы не открыть там цех по макаронам, да, малому, да, производству? Сахар, кондитерские изделия. Там, да, у нас есть сейчас функционирует и черешневый сад по сельскому хозяйству, и сад-гигант Ингушетия, но переработка нет, производства соков в регионе нет. Эта ниша тоже как бы, У да. нас же был соковый завод, насколько я помню. Он простаивает, да? Был получается? он построен, если память не изменяет, в рамках федеральной целевой программы, но он не функционирует. У нас потребность в соковой продукции полностью ввозится 100% в регион. Поэтому там дальше потребность региона в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов. То есть это и кирпич, и плитка тротуарная, и блоки газобетонные. Вот все в этой потребность у нас есть. Мы не перекрываем. У нас там идет собственность 80%, 70% необходимость. Эти ниши полностью не заняты. Инвестор может реализовать проект в этом направлении. Очень много привлекательных, мне кажется, которые окупятся за какой-то короткий срок. Да. Кондитерские изделия у нас потребность 2299, ну, получается, почти 2,3 тонны, как бы, и 23,9% от потребности только у нас производится. Да, нам кажется, что у нас, да, производство есть, потому что мелкие кондитерские, но даже если пройтись по рынку и по магазинам, вы там найдете продукцию из других регионов. Да. Из Владикавказа возят. Из Владикавказа, из Кабардино-Балкарии Кабардино-Балкарии, в да. основном. И молочной продукции в том числе. Да, но сейчас вы, конечно, обозначили очень много ниш, конкретно по сельскохозяйственной отрасли, да? Да. Это, получается, самая востребованная отрасль, Да. да, в которую можно вложиться. Самая востребованная отрасль, да, и в том числе и промышленность. Как вы все знаете, строительные материалы, вот именно в этом тоже есть потребность. В том числе и в кирпич, и блоки, и керамическая плитка, она полностью 96% ввозится в регион. Оксана, расскажите, пожалуйста, о примерах государственной поддержки инвестора, вот, конкретно вот, успешные кейсы инвесторов у нас в регионе. Все инвестиционные проекты, которые реализуются на территории региона, они сопровождаются Министерством экономического развития Республики Ингушетия. В том числе проекты, которые у нас построены в рамках программы социально-экономического развития, государственной программы развития СКФО. В эту программу у нас это очень удачный опыт, программы Министерства экономического развития Российской Федерации. У нас в регионе 6 проектов в рамках этой программы реализуется, и 3 проекта у нас завершены. Успешные, как вы говорите, проекты — это, конечно, у нас РИАК, завод по производству алюминиевого профиля, потом сплавов РИАЛ, который мы в начале года открывали. Дальше уже у нас на стадии завершения Best Brand, строительство, там, производства санитарно-гигиенических средств. Эти все проекты реализовываются в Алиюштовской промышленной площадке. И дальше у нас идет сейчас в рамках службы одного окна мы одобрили и земельный участок предоставили, и начался реализовываться проект АМА по производству дверных там, алюминиевых ручек, тоже алюминиевого производства. И за счет этих производств в 2023 году у нас индекс промышленного производства он вырос. Мы первые СКФО и не последние в России. И Первое СКФО в последней в России. Не последние в России, да. Последний. Дальше в сфере сельского хозяйства.
Тот же самый тепличный комплекс, Успешно, да, который у нас в первую очередь завершена, вторая очередь у нас уже на стадии завершения. Мы его включили в прорывной проект. Кроме этого, Министерство экономического развития мониторится и курируются проекты, прорывные проекты Республики Ингушетия. Мы его туда включили, тепличный комплекс, на 22 гектаров. Тепличный комплекс включает также очень подстанцию «Тихая», то есть, собственно, электроснабжение для и близлежащих, конечно, инвестиционных проектов то же самое, это будет поддержка. Завершение этой подстанции. Генеральный спонсор программы – компания «Спектр». «Спектр» – все услуги для бизнеса. Оксана, любой крупный инвестиционный проект, который планируется реализовать у нас на территории республики, должен пройти отбор на инвестиционном совете. То есть в первую очередь подаваться заявка в службу одного окна, и дальше эта заявка, как вы уже сказали ранее, рассматривается на инвестиционном совете, который возглавляет глава Ингушетии. Да? Смотрите, какие практические советы, как представитель Министерства экономического развития, вы можете дать инвесторам, которые боятся вкладываться, которые боятся возможных рисков, как им поступать? И бояться стоит у нас или нет, учитывая все вот инвестиционные ниши, которые свободны, вы перечислили? Ну, определенные риски в любом раскладе есть, да, в любых случаях. Этого не избежать. Но так или иначе, сегодня инвесторы, как сказать, со спокойной душой могут у нас вкладываться? Ну, как вы и ранее сказали, конечно, есть риски в реализации инвестиционных проектов. В любом деле есть риски, где вкладываются деньги. Но в нынешнее время, мне кажется, с нашей мощным инвестиционным законодательством бояться не надо инвестору, ему нужно просто обратиться в Министерство экономического развития, потому что даже если он сомневается, мы можем его проконсультировать, в том числе у нас есть разработаны все материалы, мы можем его проконсультировать по инвестиционным нишам, по потребностям, по мерам поддержки региональным. Есть специально для инвесторов приготовленные нами брошюры и федеральные меры поддержки. Мы можем на федеральном уровне сопровождать этих инвесторов. Ходатайствовать. У нас есть опыт в этом, у нас есть контакты. Мы знаем, по-другому, если сказать, мы знаем, какую дверь нужно стучаться в федеральном центре. Так что, поэтому мы просто просим обращаться в Министерство экономического развития. Мы лояльны, мы открыты, мы готовы помочь любому инвестору. На этом у нас все. Оксана Джанхотова, начальник инвестиционной политики Министерства экономического развития, сегодня у нас была в гостях. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить вопросы. Если они у вас есть, мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь.